Уважаемые друзья, вот и заканчивается лето, последние теплые деньки. Хочется немножко поделиться своими мыслями. Это лето для нас было непростым, для жителей Республики Саха. У нас, особенно для жителей Центральной Якутии, у нас были пожары, причем серьезные пожары. Сгорела большая площадь. Мы потеряли очень много деревьев, а деревья — это не только источник кислорода, но это и поглотитель углекислого газа, что в условиях глобального потепления является серьезным фактором для ухудшения ситуации. Что касается, конечно, загрязнения самого воздуха, что и беременные, и дети, и люди с проблемами дыхательных, сердечно-сосудистой системы встретились с очень большим испытанием. Все это понятно, но я вот недавно ездил на заготовку дров для, скажем так, необеспеченных семей в селе Магарас. Это у тех, у которых еще сгорели заготовленные дрова. Вот. Когда мы рубили, конечно же, горизонтально лежащие деревья. Это так называемый валежник. Дело в том, что вот низовой пожар, он сжигает корни, и дерево умирает. И оно просто вот так вот сваливается с остатками этих корней, которые у него там остались, эти головешки. Страшная картина, но на что я еще обратил внимание, что мне пришлось работать в сапогах, потому что это жижа, там прямо такой бадран, это все растаяло, местами лужи уже появились, то есть вечная мерзлота тает. Я думаю, что такая же ситуация и в других местах. Дело в том, что лес, деревья, они защищают нашу вот эту вечную мерзлоту. И потеряв его, лес, еще он весь черным покрылся, все солнечные лучи, он даже те остатки солнечных дней, он вбирает в себя, тает вечная мерзлота. И если мы как-то надеялись, что какая-то часть деревьев естественным образом восстановится, то сейчас у меня есть опасение, что не везде восстановится этот лес. Местами он заболотится, и в этих местах просто новые деревья в ближайшее время не вырастут, а может даже деградация почвы будет. Вот это тот негатив, который этим летом у нас произошел. Но есть еще и позитивное, да? Позитивное, я считаю, что оно такое нематериальное, позитивное. Так получилось, что добровольцами стали представители различных политических течений, партий, организаций, общественных организаций, провластных и оппозиционных. И все мы постарались, заставили себя забыть о своей партийной принадлежности. Я, например, с партии «Справедливая Россия», но при этом я отказался участвовать в агитации этой партии. От нашей партии здесь было много. Были представители партии за социальную справедливость от Платошкина, были представители «Единой России», представители коммунистов. То есть очень много партий было. Вот. Не скрывая, что на прошлых выборах я агрессивно выступал против одной партии. Считал, что она не отстаивает интересы народа, и открыто их обвинял, да? Вот. Но во время этих летних тушений я, опять-таки, повторяюсь, заставил себя забыть про это и со всеми ровно, продолжал работать, помогал им, они помогали мне. И у нас выработалась впервые, во всяком случае в моей жизни впервые выработалась такая команда, в которой были представители просто различных взглядов,
антагонисты, которые друг друга иногда не переваривали просто. Когда я заходил, там люди раньше морщились, да, о, опять этот пришел. А я, если видел там представителя какой-то партии, тоже там напрягался, то здесь мы понимали, что только вместе можно решить вот эту проблему, что можно вместе только объединиться и, помогая друг другу, защитить лес, защитить нашу природу, защитить людей. И результаты себя не заставили ждать. И та высокая оценка, которую профессиональные огнеборцы высказали про нас, про добровольцев, уже как бы подтверждает, что мы, добровольцы, сработали очень профессионально, очень эффективно. И эффект этот сложился благодаря от той формуле, про которую я сказал, что мы забыли про то, что мы с разных партий. И благодарность за вот это проведенное вместе сотрудничество с различными партиями, и с партией власти, и с другими партиями, да, с органами власти, с общественными, проправительственными общественными организациями, и с оппозиционными общественными организациями, и с самими профессионалами-огнеборцами, я пришел к выводу, что если нам хочется жить лучше, если нам хочется изменить жизнь к лучшему, нам нужно прекратить критиковать безосновательно, критиковать друг друга. Вот в последнее время есть нападки на отдельных политиков, в которых их обвиняют, там, что они сделали то, или они не сделали что-то. И вот на этом как бы вести агитацию с населением. Я считаю, что это неправильно. Если вы болеете за своего кандидата, то расскажите, что сделал этот кандидат, каким образом он смог объединить вокруг себя этих людей. Да, это заслуживает внимания, и люди прислушаются и проголосуют за того или иного кандидата. Я предлагаю сейчас заняться тем, чтобы вы рассказывали все, кто болеет за своего кандидата, за свою партию, да, рассказывать о том, что они сделали, чем они помогли нашей республике, да, что они, значит, что им удалось, что-то позитивное, да, вот именно, конкретно, что вот сделал человек, действительно боролся, по которому видно. Если он там, рассказать-то нечего, да, или там рассказать то какие-то такие надуманные предлоги, понятно же, что человек работал так себе. Вот. А тот, кто работал, его результат всегда можно рассказать, что он сделал то-то, 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 да. В этом плане мне нравятся политики. У нас есть в республике политика, за плечами которых есть реальные дела, да. Вот, я не буду их называть сейчас, объективности ради. Вот, я в этом году, вот на этих выборах, точнее, принял решение никого не агитировать. Хотя меня приглашали, даже на меня обижались, почему я этого не делаю, да. Да, у меня активная жизненная позиция, да, я хочу, чтобы депутатами Государственной Думы стали люди, которые искренне будут защищать наши интересы, интересы всех жителей республики, что они будут отстаивать именно такие интересы простого человека, который вот работает, который что-то собирается делать, пытается делать, даже тех незащищенные слои, там, инвалидов, значит, пенсионеров. Вот в этом направлении, конечно, мы должны об этом думать. Но это должно конструктивно вестись, потому что, как правило, после выборов, да, когда вот, кто-то, вот, например, Назаров, там, Иванов, значит, Александр Назаров, Игорь, они так вот, этого человека нельзя выбирать, вот это вот плохой, вот это такой. Ребята, после такой вот критики, да, и причем не совсем обоснованной, возникает некоторое такое отторжение, да, ага, вот он на выборах против меня сказал, этот так, и причем главное, ладно, я бы справедливо правду сказал, да, тот какое-то предположение, вот, по-моему, он так вот, это он там кого-то снял, он этот что-то сделал, этот так-то поступил, предположения свои говорим, а потом удивляемся, почему у нас после выборов нету вот этого объединения, вот этого единства в работе за интересы своих жителей, да.
Ну, те же городская дума, те же Илтума, та же Государственная дума. Ну, там, конечно, они друг с другом там хорошо общаются, но при этом люди, которые голосовали за своего кандидата, а их кандидат проиграл, то они уже говорят, вот все, это плохие выиграли, ага, они ничего хорошего не сделают. И ладно бы, если просто там говорили, мы не будем им помогать, да, пусть они там живут, хотя это уже плохо. Мы должны помогать друг другу. Мы помогать, кто станет депутатом, например, Государственной Думы, да, мы должны, независимо от того, за кого мы голосовали, кто нам больше нравился или кого мы не любим, вот он стал нашим представителем, мы должны ему помогать и требовать. Вот эти формулы из двух слов состоит, да, вот, помогать и требовать. То у нас как получается? Ага, ну вот, выбрали мы этого, там, кого-то такого, он стал депутатом, а я за него не голосовал. Ну и хрен с ним. Я лучше подожду, как он там себя проведет. И в итоге, если он там нас там не удовлетворяет, мы там можем покритиковать и на этом остановиться, да. А на самом деле мы должны, вот если выбрали человека, даже если вы за него проголосовали, вы что говорите? Ага, я за него проголосовал, такой хороший человек был, я в него так поверил, а он взял меня и обманул, разочаровал мои ожидания. Извини меня, но типа я в следующий раз его больше не выберу. Ну, нашли чем напугать, ребята. Но если он стал депутатом или кем-то там главой села, там главой республики, главой там президентом России, мы должны же еще и с него требовать. Неважно. Вот мы выбрали, на этом-то работа наша не закончилась. Хуже, если вы вообще не пойдете на выборы, это будет вообще, ну, это глупость будет, не пойти на выборы. Но если вы пошли на выборы, проголосовали за человека, там, выиграл не ваш кандидат, а другой, но все равно помогайте ему и требуйте с него. Мы не должны говорить, вот на следующих выборах мы тебя не выберем. Да ему вообще плевать на то, что там в следующих выборах будет, да? Ему вот на этих выборах как-то отсидеться. А не надо давать им отсидеться, надо с них требовать. Если мы их выбрали, все, они стали там депутатами, избранниками, там, главами или еще кем-то там. Все, они обязаны работать. И мы с них должны требовать. Вот это требовать, но при этом еще помогать. Независимо от того, за кого вы голосовали. Поэтому вот эти формула из двух слов помогать и требовать, она должна быть у нас у всех. И обязательно приходите на выборы. Если вы не верите, что в то, что в первые 2 дня там, голосования ваши бюллетени не подменят, ну, придите на 3-й день, в последний день голосования, придите и проголосуйте так, как вы хотите. Но обязательно придите, приведите тех, кого вы знаете, знакомых, соседей, там, коллег. Обязательно привлеките на выборы. Не надо поддаваться на там, призывы, там, типа, ну-ка, открепитесь все и все дружно придите и проголосуйте на этом участке, да, то есть сейчас популярно стало, вот, от некоторых организаций требуют, чтобы он там показал, вот, ему говорят, вот этот участок будет твой, и ты там должен показать победу там такой-то партии, там, или такого кандидата. И если это не получится, ты потеряешь свое рабочее место. Или что-нибудь такое. Ну, мало ли там какие-то происходят манипуляции. Поэтому, ребята, ну, не надо в этой мышиной возне участвовать. Да? Вот, голосуйте там, где вы всегда голосовали. Да? По месту жительства, поближе к своему дому, чтобы было удобно. А не в угоду там, начальству бежать, открепляться на другой конец. А еще, не дай бог, эти открепительные вас попросят, и чтобы другой человек за них сходил. Да? То есть вот этого делать не надо. Не надо участвовать в таких... Это, как я считаю, мышиная возня. Она недостойная, некрасивая. Нужно голосовать по месту жительства или где там удобнее всего делать. И просьба воздержаться от того, чтобы оскорблять партии, оскорблять людей, членов партии, потому что всегда нужно помнить об одном: выборы пройдут, а республика, которая нуждается в нашей помощи, она останется такой же. Так пусть это будет не разорванная на несколько кусков организм, да, это должен быть единый, в котором все пожмут друг другу руки и скажут: да, ну вот побились, он победил вот этот, давайте мы ему поможем всем миром. Как бы там мы не считали, что он справедливо-несправедливо выиграл, но
надо помогать и требовать с них. Вот такое мое предложение. Можете писать в своих комментариях, что вы об этом думаете.